Письменность кумыков и их предков насчитывает более чем 2000-летнюю историю. За это время они и другие тюркские народы сменили несколько форм алфавита для записи своего языка. Кумыки, еще будучи тюрками, имели свой собственный алфавит – рунический, которым они пользовались до перехода на аджам примерно в 9-10 веках. Тюркский рунический алфавит. Наиболее ранние и более достоверные сведения о тюркском, то есть гунском письме относятся к 5-6 векам. Тюркская руника состояла из 35 знаков с некоторыми местными графическими вариантами. Писались они справа налево, и каждый знак чертился отдельно, как правило, не соединяясь друг с другом. Руника употреблялась не только у восточных тюрков, но и у западных, в Восточной Европе, в том числе и на Кавказе, в частности, у гунно-булгарских племен, у коих она использовалась для некоторых бытовых нужд вплоть до XII века. Арабский алфавит. С IX века в Восточной Европе, прежде всего в Кавказской Хазарии и Волжской Булгарии, вместе с исламом распространяется арабская графика. Она служила для записи официальной документации и государственного делопроизводства, а также научных, литературных произведений. В XV – начале XX века кумыки на Северном Кавказе использовали исключительно арабскую графику. Деловая, дипломатическая переписка кумыкских правителей, шаухалов, тарковских и других северокавказских владетелей с правителями сопредельных государств Ирана, Турции, России в течение нескольких веков осуществлялась с использованием арабской графики, приспособленной для нужд тюркского языка. В арабском алфавите отсутствуют собственные знаки гласных, различные формы букв в начале, середине и конце слов, а также наличие букв, написанных слитно и раздельно, резко осложняют правила письма и переход строк в кумыкском языке. Несмотря на почти тысячелетнюю историю функционирования арабской графики в качестве основы для письменности тюркско-мусульманских народов, она практически не менялась. Были сделаны попытки модернизировать арабскую графику путем введения букв для гласных звуков, но все они оказались нежизнеспособными. И тогда настал черед замены ее другим, более подходящим алфавитом. Им стал латинский. О латинском алфавите кумыков. Переход к новому алфавиту в письменности кумыкского народа и других народов нашей страны был глубоко закономерен, полностью оправдан и прогрессивен. Еще до революции, как известно, был накоплен определенный положительный опыт использования латинского алфавита для фиксации кумыкских текстов. Переход же непосредственно на кириллицу невозможен был по политическим причинам. Была учреждена комиссия по новому алфавиту в Дагестане, которую возглавил Джалалиддин Каркмасов. Ее членами стали Тахагоди, Дибиров, Савин, Февзи и Бектура. В ходе кампании латинизации в 1928 году кумыкский алфавит, как и многие другие алфавиты языков народов СССР, был переведен на латинскую основу. Новый алфавит на базе латинской графики официально вступил в Дагестане в силу с 1 января 1929 года. Между 1928 и 1938 годами его ввели во все мусульманские языки. Этот алфавит имел 33 буквы и апостроф. Его авторами были Шамхалов, Гаджибеков, Яковлев и Жирков. Благодаря переходу на латиницу в 1931 году был составлен первый свод кумыкской орфографии. Его автором стал учитель Садулаев из села Нижнее Казанище. Сегодня десятки миллионов тюрков, проживающих по всему миру, пользуются именно латиницей. Причем она полноценно присутствует в научной, общественной, политической и экономической сферах. Тюркский латинский алфавит изучается тысячами профессоров и любителями по всему миру. Введение кириллицы. В 1939 году латинский алфавит был заменен у кумыков, как и у других мусульманских народов СССР, кириллицей. Но почему же произошел такой переход? Прежде всего, это было решением советской власти. Кумыкский алфавит на основе кириллицы состоит из 39 знаков и как система письма не лишена многих недостатков.
При использовании кириллицы возникла проблема испорченного произношения, когда знающий русскую фонетику читает кумыкские слова по-русски, и наоборот, кумыки, привыкая к кумыкскому чтению кириллицы, и русские тексты читают по-кумыкски. Хотя кириллица является официальной письменностью кумыков, в сети молодое поколение активно использует новую латиницу. Именно поэтому усилиями МКО Гумуклар интерфейс крупной социальной сети ВКонтакте был переведен на кумыкский язык на основе латинской графики. Помимо социальных сетей, появляется интернет-ресурс с возможностью изучать латиницу и читать классические произведения на ней, например, портал til.im. Использование латиницы открывает мировой научной среде доступ к уникальному лексическому многообразию и срединному характеру кумыкского языка. Однако следует помнить, что существует необходимость изучать арабицу аджам, дабы познакомиться с богатейшим кумыкским литературным и историческим наследием, которого мы лишились при смене алфавита советской властью.